Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Июльская операция 93-го года в истории Отечественной войны народа Абхазии переломная. Гениальный управленец с нестандартными решениями. Так характеризует Владислав Арзумба, его помощник в период Отечественной войны Беслан Барганджия. Вступительная пора. Абхазский государственный университет начал прием документов по 40 направлениям. Начнем выпуск с исторической даты. Июльская операция 93-го года в истории Отечественной войны народа Абхазии переломная. В ночь на 4 июля группа бойцов пересекла шоссейный мост через Гумисту в Нижней Шере и выбила противника с первой линии обороны. Но это был отвлекающий маневр. В соответствии с планом была форсирована Гумиста. В результате кровопролитных боев были заняты передовые посты противника. Группа продержалась до конца следующего дня и вернулась на прежние позиции. В архиве телекомпании интервью Алика Лазба, кавалера ордена Леона, возглавившего роту отвлекающего маневра. Мне особенно запомнился последнего сейчас взятие моста. Что там было? Ну, люди, которые шли, это была стопроцентная смерть. У нас не было никаких вариантов о жизни, и даже и боеприпасов, чтобы кто-то доставил, даже, задание таково было, сказано было, что все ребята сказали, что я лично сам даже проинформировал, задача какова стояла. Сказали, что мы пойдем через мост. Однако было сказано, что это мост уже месяцев 10, никто не проходил, знали, что она и заминирована. Мы все добровольцы, когда одно добровольцы, а второе еще идти на смерть, зная за что. И мы пошли на это. У нас, так можно было бы сказать, удержать-то нам не было смысла, там столько силы было неравны. Сколько на той стороне вы пробыли? Мы где-то часиков 14 там продержали. На нас они пустили где-то до 6 батальонов. А ребята где-то сражались, можно сказать, в пределах где-то 120 до 150 человек. Потери тогда большие были? У нас в этот раз потери мало, можно было сказать, так как мы уже научили более-менее воевать. Знаете, лучше город освободить, то поколение будет, они свободны, они будут знать, что это их город, во-первых, и их родина. Когда, если наши деды, прадеды, тогда такого не было время. У нас сегодня такая зов, что мы должны все абхазцы, даже жители всей Абхазии, которые считают, что это его родина, в руках оружия защитить свой город. Я родом из Гудауты, но я люблю Сухуми. Столица наша, все равно освободить надо. Знаете, холодно. Зима, конечно, у нас суровая была в этом году. Сравнение, конечно, еще, во-первых, в блиндажах спать. И не спать, а караулить всю ночь. Ждать, когда атака будет. Мы уже привыкли. Нам не только в блиндажах, где бы угодно, лишь бы должны освободить Абхазию. Сказали, война кончится? Но в сегодняшний день пока можно война сказать... кончится, Алик. Кончится, я уверен, что это кончится, но... Я доживу или нет, это вопрос очень трудно сказать. Каждый, который погиб, не каждый мечта имел, и каждый, мы все говорили, мол, у нас здесь не один, не два раза здесь вылазка, не два раза, погибли. Каждая мечта, каждого солдата, каждого командира, мы всегда садились и обсуждали этот вопрос. У них даже мечта тоже не сбывалась. Сейчас Сухум-то разрушен почти. Как дальше-то после войны, Алик? Будем работать, построим. Новый? Конечно, новый. Лишь бы его взять в руку, а потом построить можно все, при любом желании. Трудно, конечно. Гениальный управленец с нестандартными решениями. Так характеризует Владислав Арзумба, его помощник в период Отечественной войны Беслан Барганджия. Телекомпания Абаза ТВ продолжает цикл телевизионных интервью с политическими соратниками Владислава Арзумба, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, сотрудниками администрации первого президента республики, деятелями культуры. Мы были в нашем здании парламента, в Верховном Совете. В первый день войны мы с Бесланом Кабахи делали наброски обращений, с которым он потом выступил к народу. Он внес свои правки, это правда, он никогда не брал готовый текст, он всегда ставил свои акценты, и надо дать должное.
В моей жизни были два таких руководителя, которые вот, уважение которым я испытываю до сих пор. Большая часть наших писем легла в чью-то корзину. Никто их не рассматривал, потому что тогда отношения России и Абхазии были далеки от совершенства, скажу так. И достаточно долго потом после войны это тоже продолжалось, но тем не менее хочу отметить, что надо было вода камень точить. Наше обращение во все мыслимые и немыслимые инстанции с попыткой рассказать, что есть на самом деле, потому что и российское телевидение основное для нас и тогда, и сейчас, и я не говорю уже про наших оппонентов, у них была совсем другая информация, они как-то ее дозировали, мы всегда бурно реагировали на то, что видели в телевизоре. Вот. Потом у нас была задача как-то это самое, у нас была еще группа своя, которая в совершенстве знала грузинский язык, и они сидели 24/7, слушали их телевидение по всем каналам. Не могу сказать, что это было нормально, потому что мне приходилось проводить психологические тренинги с этими людьми, потому что они просто уставали слушать эту речь, но мы тогда вот посредством этого пытались помочь нашей разведке с тем, чтобы как-то получить какие-то данные из этих вот информационных выпусков. А там много было таких вещей, которые, собственно говоря, и сейчас разведка работает на СМИ, определяя СМИ своего противника, она позволяет, во всяком случае, подтвердить или как-то вот заранее получить некую информацию об этом. Интервью помощника председателя Верховного Совета Абхазии Беслана Барганджа смотрите после выпуска новостей. Торжественная церемония награждения медалистов, окончивших школу в 2024-2025 учебном году, состоялась в Государственной филармонии имени Раждена Гумба. Президент Бадра Гунба поздравил учеников с окончанием школы. Сегодня для вас особенный день, день вручения аттестатов. Это момент, когда вы получаете заслуженное признание за свое усердие, старания и достижения. От всей души поздравляю вас с этим важным событием, отметил президент. Акарепсо, Аушнутача, Акарепсо, Аначабача, Яха, Ариайла, Париапшизаги, Хатырску, Аушнутача. Яхапиаш, Акы Яловичу, аттестат, Кошкапей Надарко, Амш, Нехак и Союз заходит Шепстазара. Ариапстазара и Шумо, Айхзарапа, Хопада, Шарашиба, Ау. Хук Сыкова и Шутпестыговой, а Цагдузмо Арианш. Вейза Шукса Рапас, Шарашизнысы Замя, Хомпада из Аксуро, Хатвичаро. И Хатви Амш Стояпада, Табу Парасха Стохоп, Хатвича, Раджабаза, Дарабазараза, и Хатви Ахмедкара Эхзарапа, Уацпи Ахмедкара Пейдж, Сджиба, Дуалу, Шарашо, Шапка Схорпой, Табу Хагир, Шасфор. Шюдова, Срыдовала Стопу, Срыдохлюк Аустен Тача, а кто видала и Ялзаргаз, Апапы, Абжарапы, Ашхаруа, Арашкол, а коллектив Ахотарнаца. Акарепсо Аушнутача. Шарафей Зарапа, Апсынрызы Кудуру, Сарабрызгой, Шапхапаги, Абджара Дупа, Аяйра Дупа, Шыц Шизназдею, Шара Бифат Размо, Язывату, Апсаргал Бзиизбо, Шапна Шуку, Абраганы Сыху, Шара и Бзиизбе Лышкалы, Шапхя Так Хопра Зышо, вот спяхнут Кара Пейдж, Ашикар Дулараз. Абстаза Радуах, Эйфот Гудшика, Муштадзира Абзай, и Бзейгашут Абджарапа, Айз Хазыгара, Шидла, Ирымо Турых, Айпрахара, Табудараза. В этом году школу окончили 1855 человек, 60 из них на отлично.
3 человека получили золотые медали. Все они выпускники Сухумской горской школы номер 10 имени Лакоба. Анна Авицбана, Лабжаня и Алиса Будба. Репортаж с республиканского бала выпускников смотрите в наших ближайших выпусках. Сирия заинтересована в логистических возможностях Абхазии, заявил глава МИД Олег Барциц в эфире «Радио Спутник». Он уточнил, что речь прежде всего идет о транзите сирийских грузов на зарубежные рынки через абхазскую территорию с использованием портов и разных видов транспорта. Особый интерес Дамаска вызвала новость об открытии Сухумского аэропорта. Это очень важное направление нашего взаимодействия. Абхазия в связи с этим способна приобрести иной, более высокий и удельный вес в трансрегиональном взаимодействии, подчеркнул министр в эфире «Радио Спутник». Барциц добавил, что Абхазия также примет участие в Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в сирийской столице в августе. Руководитель администрации президента Абхазии Беслан Эшба в соответствии со сроками, установленными законом о порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия, ответил гражданам Кану Кварча, Нисфе Аршба, Изидичане, Ливану Мика, Иналу Хашигу и Алхасу Адлиба на их обращение по поводу принятия компетентными органами России ряда решений в их отношении. Как сообщает пресс-служба президента, в ответе Беслан Эшба проинформировал обратившихся о том, какие меры были приняты по вопросам, изложенным в коллективном обращении данных граждан на имя главы государства и руководителя администрации президента от 4 июня 2025 года. Проект реконструкции набережной Диаскуров представили в Сухуме. Ознакомительные стенды разместили у кафе «Брехаловка» и пирса, которые начнут ремонтировать в ближайшее время. Сама реконструкция начнется 1 октября и по планам завершится к началу следующего курортного сезона. Работы выполнят организации из Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, которые взяли на себя финансирование проекта. Помимо ремонта парапетов и освещения, установки новых лавочек и урн, проект включает в себя организацию детских площадок и зон отдыха, лектория, аэрария, установку колеса обозрения, разметку велодорожек. Общественная палата Абхазии выразила свою позицию по ситуации в туристической сфере. Российские туристы остаются приоритетом и основой туристического сектора республики. Главная задача – создание комфортных условий для всех гостей вне зависимости от их финансовых возможностей, что способствует устойчивому развитию отрасли. Туристическая сфера должна строиться на принципах открытости и уважения, чтобы каждый чувствовал себя желанным. Необходимо сосредоточиться на конструктивной работе и избежать дальнейших полемик, чтобы сохранить позитивный имидж Абхазии. Повышение качества услуг и сервиса – стратегическая задача на будущее. Общественная палата призывает к совместной работе всех заинтересованных сторон для успешного развития туризма и нацелена на создание теплых воспоминаний у гостей, чтобы у них было желание возвращаться в Абхазию. Ключевые вопросы развития туристической сферы обсудили накануне на рабочей встрече министра туризма Астамура Логуа с депутатами парламента и представителями профсоюза экскурсоводов. В частности, участники встречи затронули такие вопросы, как необходимость поддержания порядка и чистоты на основных туристических объектах и их благоустройство, соблюдение этических норм поведения в туристической сфере. Особое внимание министр уделил необходимости активного продвижения восточных экскурсионных маршрутов. Обсудили и борьбу с нелегальными экскурсионными группами, а также необходимые поправки к закону о туризме. Также министр туризма Астамур Логуа встретился с министром по налогам и сборам Эдгаром Бени. Они обсудили нововведение в учете экскурсионных путевок и переход на электронный формат их оформления для туроператоров. Стороны рассмотрели план совместных выездных проверок и вопросы отчетности со стороны средств размещения экскурсионных организаций. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Абхазии. По случаю 89-й годовщины со дня создания подразделений ГАИ в МВД Абхазии прошло торжественное заседание. В нем приняли участие вице-премьер правительства, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель министра Беслан Чкадо, руководство управления госавтоинспекции, личный состав УГАИ. Роберт Киут, поздравляя сотрудников ГАИ, отметил, что благодаря их деятельности в
в республике формируется культура вождения, основанная на уважении и соблюдении правил, уменьшается число аварий. В Министерстве внутренних дел состоялось торжественное заседание по случаю 89-й годовщины со дня создания Государственной автомобильной инспекции МВД Абхазии. В заседании приняли участие вице-премьер правительства, министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кют, заместитель министра, полковник милиции Беслан Чкадва, руководство управления госавтоинспекции, личный состав УГАИ. Поздравляя сотрудников, Роберт Кют отметил, что на их плечах лежит большая ответственность, а требования к исполнению работы сотрудников будут расти. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Государственной автоинспекции. Благодаря вашему профессионализму и ответственности на дорогах республики снижается количество аварий, формируется культура вождения, основанная на уважении и соблюдении правил. Вы ежедневно ведете профилактическую работу, пресекаете нарушения, помогаете тем, кто оказался в трудной ситуации на дороге. Хочу отметить, что мы не закрываем глаза на ошибки и недобросовестность отдельных сотрудников, ведь такие случаи вредят службе и доверию граждан. Но большинство из вас с честью выполняют свой долг, оставаясь верными присяге, обеспечивая безопасность дорожного движения. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам службы, которые заложили прочные традиции честности и профессионализма. Поздравил личный состав госавтоинспекции и курирующий данное направление заместитель министра Беслан Чкадва. Он подчеркнул, что работа у сотрудников сложная и важная, поэтому руководство МВД будет и впредь требовать ее профессионального исполнения. Одно из важнейших направлений деятельности Министерства внутренних дел сегодня является работа госавтоинспекции. Государство и население ждет от вас, от нас, от всех результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Ситуация во многом изменилась, многое делается, но еще очень много предстоит нам всем вместе сделать. Я желаю вам успехов, благополучия, чтобы те цели и задачи, которые намечены, вами были достигнуты. В работе она никогда не заканчивается, ее очень много. Она порой бывает неблагодарная, но она благородная, потому что мы занимаемся спасением жизни людей, наших граждан и людей, которые приезжают к нам для отдыха и посещения нашей страны. Госавтоинспекция Абхазии была образована 89 лет назад. За это время она прошла непростой путь становления и развития. Одно осталось неизменным – служение Родине и работа во благо государства, отметил в своем поздравительном слове начальник УГАИ Дамей Авицба. Разрешите поздравить нас всех с нашим профессиональным днем, Днем образования службы ГАИ. Пожелать в первую очередь крепкого здоровья нам всем, терпения в нашей нелегкой работе. Дай Бог, чтобы наша работа приносила плоды, а эти плоды были во благо нашего государства и нашего народа. Ряду сотрудников по случаю профессионального праздника были присвоены очередные специальные звания. Особо отличившиеся награждены нагрудными знаками и грамотами. Городские новости. Рейд по объектам общепита в Сухуме провели СЭС и Управление городским хозяйством. По поручению мэра столицы санэпидемстанция проверила 9 заведений на наличие жироулавливателей и фильтров для предотвращения засоров в городской канализации. Выяснилось, что только в одном объекте установлены необходимые устройства. Заместитель главного санитарного врача Лаша Зарандия сообщил, что в течение 30 дней всем заведениям будут рекомендованы меры по установке очистительных систем. Также по поручению мэра планируется проверка автомоек на предмет соответствия нормам подключения к канализационным сетям. По распоряжению главы администрации были проведены рейдовые мероприятия санитарно-эпидемиологической службы на наличие жироуловителей, потому что наша канализация в плачевном состоянии, с чего начались, так скажем, у нас вообще эти разговоры. Многие заведения даже не слышали про это, многие не имеют, так скажем, жироуловителей. Это неотъемлемая часть каждой кухни.
Есть места, конечно, где они стоят, тоже нужно отдать должное. Большой сброс жира происходит в нашей канализации. Просим всех жителей, всех, кто имеет общепит и заведения, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, потому что это все в совокупности влияет на нашу инфраструктуру, понимаете? И страдать будут не только они за то, что у них забивается, будет страдать население. Поэтому просим всех привести в порядок все свои кухни. Рекламные конструкции, установленные без разрешения, демонтированы в Сухуми по распоряжению мэра Тимура Аграба. В рамках операции, проведенной отделом по организации мероприятий и рекламе администрации города, 2 июля было убрано 8 крупногабаритных рекламных щитов и панелей на столбах освещения. Особое внимание будет уделяться таким видам нарушений, как отсутствие разрешения на установку рекламной конструкции, а также распространение рекламы без абхазского языка, отметил замначальника отдела Инала Абухба. Комплекс Новоафонской пещеры имени Гиви Смыр 4 июля торжественно отметит 50-летие со дня открытия. В программе мероприятий, в частности, экспозиция архивных фотографий, полвека путешествий в глубины Апсарской горы, высадка памятных деревьев в парке Нового Афона и другие. Абхазский государственный университет начал прием документов от абитуриентов. Заявления принимаются более чем по 40 направлениям. Какие специальности сегодня наиболее востребованы и чего ждут от учебы будущие студенты, в репортаже Заура Кварча. Первые дни приемной кампании всегда волнительные. За этими дверьми решается будущее сотен абитуриентов. Кто-то идет по стопам родителей, кто-то к своей мечте. Университет снова открыт для нового поколения. Прием документов начался 1 июля и продлится до 12. Поступающих ждут на 10 факультетах. В этом году открыто более 40 направлений подготовки. На 10 факультетов, чуть более 40 направлений и специальностей принимаем документы. Утверждены контрольные цифры приема. Это руководитель страны подписал. В количестве 387 мест по бюджету. Это на бакалавриат, специалитет и в том числе 23 места на магистратуру могут поступить на первый курс. Всего план приема 1041 мест, и бесплатные, и платные. Подать документы можно лично или через представителя. Необходим стандартный пакет. Перечень размещен на сайте университета. При подаче заявлений поступающие указывают язык обучения – русский или абхазский. Те, кто выбирает русский сектор, проходят собеседование по абхазскому языку, чтобы определить уровень знания и сформировать группы. Изначально абитуриент приходит с перечнем документов, который указан на сайте нашего университета. Затем идет заполнение заявления на абхазский или русский сектор. Далее, если на русский сектор, он проходит собеседование на знание абхазского языка. Мы его записываем, заполняем все нужные документы в личное дело. И далее мы ждем наступления дня экзаменов. Да, мы берем у них номера, потом мы с ними общаемся в группе, предоставляем им всю информацию, отвечаем на их вопросы. Среди популярных направлений – туризм, экономика, английский язык и юриспруденция. Меньше заявлений на естественные науки, химию, биологию, математику. Но в университете надеются, что интерес к ним возрастет. В этом году мы продолжаем прием абитуриентов на специальность энергетика. У нас совместная образовательная программа Северокавказской государственной академии. Это дает большие возможности для наших студентов, поступающих на это направление. Вы прекрасно знаете, что наша страна нуждается в таких специалистах. К сожалению, каждый год мы наблюдаем снижение поступающих на такие направления, как химия, биология, на математику. Все больше и больше набирает оборот направление туризм, английский язык, на экономические специальности, также на юридические. Пока,
какие-то выводы делать тяжело. Мы до 12 числа будем принимать документы. Особое внимание участникам Олимпиады «Путь к вершинам». 142 школьника рекомендованы к зачислению. Более 50 из них на бюджетной основе. 26 победителей и 27 призеров, они рекомендованы к зачислению на бюджетные места, а 89 рекомендованы к зачислению на платную основу. Но тем не менее мы всегда смотрим, из какой семьи социальное положение абитуриента, и всегда ректорат и приемная комиссия рассматривают отдельно каждого поступающего и освобождают от оплаты. У каждого абитуриента своя история и своя цель. Для одних учеба – шаг к профессии, для других – шанс остаться и развиваться в родной стране. Я выбрала дизайн костюма. Я с детства хотела стать дизайнером. После 9 класса ушла, прошла курсы в Сочи и уже 2 года как шью. Я считаю, что такие ребята нужны нам в Абхазии, и хочется оставаться на своей родине. Поступила я в этот университет на факультет искусств. Всю жизнь занимаюсь рисованием, и для меня это очень важно. Я хочу в будущем развиваться, стать профессиональным художником и творить. Я прошла по Олимпиаде, так что я уже являюсь студенткой. Я поступаю на агроинженерный, на технолога, чтобы здесь заводы открывать, в дальнейшем развивать Абхазию. В университете надеются, что приемная кампания пройдет успешно. Здесь ждут тех, кто готов учиться, расти и строить свое будущее в Абхазии. Заур Кварчуя, Торник Амичба, Абазатовы. Компьютеры и лабораторное оборудование для изучения химии, физики и робототехники получат 149 школ Абхазии. Работа в республике началась после установления контактов с абхазскими школами на форуме «Машук» в феврале этого года, рассказал информационному агентству «Спутник Абхазии» руководитель проекта Дмитрий Пащенко. В ноябре в Адлере организуют фестиваль для абхазских школьников. Проект реализуется при поддержке Российского фонда президентских грантов. Молодежь из Абхазии в сентябре текущего года приглашена на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, в который примут участие представители молодежи из 120 стран. Ключевыми направлениями работы слета являются образование, культура, история, традиции, СМИ, предпринимательство и спорт. Александр Шоуа запустит новый музыкальный проект, сообщает информационное агентство «Спутник Абхазия». Команда артиста выиграла грант Российского президентского фонда культурных инициатив. В шоу примут участие музыканты из Абхазии и России. 82 собаки были простерилизованы в ходе очередной бесплатной акции Фонда по защите животных «Добрый город» при финансовой поддержке администрации Сухума. Большая часть простерилизованных собак безнадзорные. Есть и хозяйские, которых, в частности, в свое время хозяева забрали с улиц столицы. Как и где прошла стерилизация, расскажет Анастасия Никонова. В минувшие выходные в приюте для безнадзорных собак столицы, расположенном в селе Дзыгута, прошла очередная бесплатная акция по стерилизации. Организаторы – фонд «Добрый город» и администрация Сухума. Это уже 5-я по счету акция, которую фонд «Добрый город» организовывает совместно с администрацией города Сухум. В преддверии акции каждый раз мы открываем запись, размещаем на интернет-ресурсе объявление о том, что открыта запись на бесплатную стерилизацию. Люди звонят по указанному номеру, записываются в определенное время, которое им говорят, и привозят своих животных согласно назначенному часу. С 8 утра ветеринарный врач Аляс Смыр проводит операции по стерилизации. Желающих простерилизовать собак много. Запись закрывается буквально за сутки после объявления о начале акции. Согласно графику мероприятий, стерилизация проводится каждый квартал. В прошлом квартале она проводилась в марте, длится она 2 дня. Это всегда выходные дни для того, чтобы нашим горожанам было удобно привести свое животное на стерилизацию. И каждый квартал будет проводиться в течение 2025 года данная акция бесплатной стерилизации. Фонд «Добрый город» сотрудничает с большинством столичных волонтеров. Именно они знают, где и какая собака обитает, какую уже необходимо стерилизовать, какую оставить в приюте, а какую выпустить вместо ее обитания обратно.
помогает благоустройство. Они предоставляют нам сотрудника, который занимается отловом безнадзорных животных, транспортировкой ее сюда на место проведения операции. После операции, и, конечно, мы безнадзорное животное не выпускаем в тот же день, ночь обязательно, оно должно быть под присмотром. В день стерилизации в приют приехал депутат Сухумского городского собрания Лаша Зарандия, который в частности курирует работу приюта. Прогулявшись по территории, депутат отметил надлежащее содержание собак и чистоту вольеров, при этом подчеркнув, что необходимо достроить еще вольеры и расширить зону самовыгула приютских собак. Поэтому с нашей стороны и от лица главы администрации, и от лица тех людей, которые вас курируют этот приют, мы будем всяческое содействие оказывать. Есть приоритетные задачи, которые мы должны с вами решать вместе в совокупности, но повторюсь о том, что нужно создать какой-то глобальный проект, который нам поможет навести порядок в городе, потому что часто жалобы от людей о том, что с стрелом животных мы не решим эту проблему. Надо решать эту проблему более, как говорится, гуманно, более лояльно к этому вопросу подходить. Но еще раз повторюсь, с нашей стороны мы к вашим услугам, мы слуги народа, и также будем оказывать содействие этому приюту в дальнейшем. Депутат затронул тему пристройства приютских собак, ведь забрав себе одну собаку, человек освобождает место для очередной уличной, что вероятнее всего спасет ей жизнь. В приюте все собаки привиты, стерилизованы и абсолютно здоровы. Здесь есть породистые и беспородные собаки, крупные и мелкие, но все они живут ожиданием, что однажды за ними придут. Приюты есть во всех странах мира. Мы обязаны защищать, тем более собака друг человека. Сколько историй связанных, да, о том, что она спасала жизни людей, там с детьми дружит, и много-много таких, можно сказать, воспитывают, да, друг друга. Честно вам скажу, я бы сам завел себе собаку для ребенка. Мы об этом тоже подумаем. С чего-то надо начинать, да, начну с себя, и мы об этом уже тоже все обсудим. Статистика акций по стерилизации впечатляет. За минувший 2024 год было простерилизовано 1270 собак. В 2025 за 3 акции около 300 собак. Эти цифры говорят о том, что на улицах столицы за 2 года значительно сократилось количество четвероногих. Но надо понимать, что 90% собак на улицах Сухума хозяйские, которые гуляют без присмотра, что и создает проблемные ситуации, собачьи свадьбы и недовольство горожан. Эту проблему волонтеры решить не в силах. Тут нужен закон, который предусматривает наказание хозяина за самовыгул собаки в городе, уверены волонтеры. Анастасия Никонова, Абазатовая. К новостям спорта. Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергей Багапш» проходит в Республиканской детской юношеской спортивной школе игр в Сухуме. В турнире участвуют 10 команд из России и Абхазии. Боксеры из Абхазии завоевали медали первенства России среди юношей 13-14 лет в Сыктывкаре, где соревновались почти 500 участников из 74 регионов России. Золотую медаль в весовой категории 54 килограмма завоевал Инал Хурхумал и Эрнест Чичба. В категории 66 килограммов бронзовую, сообщает Госкомспорт Абхазии. Победа Хурхумал принесла ему путевку на первенство Европы. Континентальное первенство среди юношей пройдет в сербском Златиборе с 22 по 28 июля. А в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 19-24, температура морской воды плюс 23. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.